Sveiki, mano mielieji. Добрый день, мои слушатели литовского языка. Опять я вас собрала у экранов, и сегодня с вами поговорим. Поговорим сегодня о премудрости письменной грамоты на литовском языке. Или я его еще назвала «расшибос символей». «Расшибос символей». Расщите, по-литовски писать, вы уже знаете. Сейчас я посерединке. Расщите, писать, расшибос символей. Значит, вот будем поговорим сегодня о знаках препинаниях на литовском языке. Если для вас эта тема интересная, прошу оставаться, заварить себе чаек, кофеек и начинаем. Значит, как всегда, первый будет ташкас, точка, да, скирибо символис, да, знак препинания. Ташкас. Повторите за мной. Ташкас. Каблялис. Опять каблялис. И я буду вот с этой стороны, хотя и с правой стороны, с моей стороны, да, с правой тоже есть написано, но тут, мне кажется, шрифт получше. Так, каблялис, pasvirasis brūkšnys. Или еще называется дešininis брукшнис. Это именно он используется в литовском языке, да, потому что кайринис брукшнис IT-сфере больше используется. Pasvirasis брукшнис– это все, что связано lietuvių грамматика, литература, pasvirasis брукшнис. Reiškias, pasvirasis brūkšnys dešininis brūkšnys ir kairinis brūkšnys kompiuterijoje, ane? Dvitaškės, ane? Dvitaškės, du taškai, да, как запомнить, dvitaškės, kabliataškės, taškas ir кабляlis, да, кабляточкис, вот так его соединили два слова. Кабляточкис, daugtaškis, да, многоточие, daugtaškis, и это у нас клаустукас, да, клауси спрашивать, и знак называется клаустукас. А, это у нас шауктукас, да, шаукти звать, и шауктукас. А, такой вот символ, это варняли. Или еще мы говорим паукщукас, птичка. Varnelė arba paukščiukas. Gerai. Toliau š raidė su varnele. Da, su varnele arba su paukščiuku. Da, su paukščiuku. Ana klausia. Š raidė su varnele yra čia raidė su varnele arba su paukščiuku. Toliau brūkšnelis. Тире ir brūkšnys, такой длинный, да, brūkšnys, brūkšnelis ir brūkšnys, raidė su brūkšneliu, да, ilgoji raidė su brūkšneliu, да, su brūkšneliu. И это у нас кабутес, кабутес, кабутес. Еще раз вижу, что с правой стороны у нас остался atidaromasis и uždaromasis skliaustas, да, это как-то скобки, да, atidaromasis skliautas, вот это открывающие скобки, и uždaromasis skliautas, да, ну, логично, довольно. Еще раз давайте с вами повторим, да, taškas, kablelis, pasvirasis brūkšnys, dešininis brūkšnys ir kairinis brūkšnys. Dvitaškis, кабляточкис, Б проговариваемся, кабляточкис, daugtaškis, и Г тоже тут проговариваем, daugtaškis, klaustukas, šauktukas, varnelė arba paukščiukas, раидė su varnele arba раидė su paukščiuку. Да, мы часто говорим раидė su varnele arba раидė su paukščiuку. Да, это имеется в виду вот вверху. Brūkšnelis, brūkšnys, raidė su brūkšneliu ir kabutės. Kabutės ir skliaustas. Atidaromasis skliaustas ir uždaromasis skliaustas. Так, ну и посмотрим, как получилось или нет вам запомнить. С правой стороны я оставляю для вас возможность подсмотреть. Расшибо символей, да? И все-таки, как на литовском? Точка, вопросительный знак,
восклицательный знак, многоточие, двоеточие, точка с запятой, запятая, тире, двойное тире, скобки и кавычки, да. Поэтому вот это будет тире, а это двойное тире. Мгм. Значит, еще раз, точка будет ташкас, вопросительный знак, клаустукас, восклицательный знак. Извините, как только запись началась, очень хотелось чихнуть, но я держалась. Спасибо. И свеката мы гальма посакит, можно сказать. И свеката юм, да, будьте здоровы, и свеката. Ачу. Laikiausi, держалась, честно хочу сказать. Так, восклицательный знак. Это у нас будет шоктукас. Мгм. Многоточие. Daugtaškis, двоеточие, двиточкис, да, 2 точки, 2 точки, точка с запятой, кабляточки, запятая, каблялис, тире. Брукшнялис, двойное, брукшнис, да. Даже тире, да, вот брукшнялис, уменьшительно ласкательный суффикс в литовском языке. Брукшнис, брукшнялис. Двойное тире, брукшнис, скобки, скобки, это, skliaustas, atidaromasis ir uždaromasis, да, и кавычки будет kabutės, да, kabutės. Так, кур. Посмотрим. Еще раз оставляю с правой стороны вам подсказку, где какой знак спрятался. Кур daugtaškis, кур brūkšnys, kabutės, uždaromasis skliaustas, brūkšnelis, raidė su varnele arba paukščiuku, šauktukas, kairinis brūkšnys, varnelė arba paukščiukas, taškas, klaustukas, kablelis, raidė su brūkšneliu, dešininis brūkšnys, kabliataškis, dvitaškis, atidaromasis skliaustas. И еще можете себя проверить, вставьте здесь, можете с этого списка или сами вспомнить, как будет вот эти знаки препинания. Kur, где, да? Reiškia, čia koks simbolis, o čia koks simbolis. Skliaustas, ane? Atidaromasis ir uždaromasis. Čia yra kabliataškis, nes kabliukas ir taškas kabliataškis, o čia 2 taškai, 2 taškis, ane? Так себя уберу. Čia pas mus yra daugtaškis, о čia yra šauktukas. Ну, хорошо, идем дальше. Дальше у нас сокращение. Сокращение в литовском языке, как можно сократить и как вы очень часто встречаетесь с сокращениями. Žodžių santrumpa. Santrumpa, потому что sutrumpinti – это сократить. Sutrumpinimai arba santrumpa. Gerai. Reiškias, как это можно? Что я написала? Rašomas pirmasis, rečiau 2 pirmieji skiemenys. Значит, пишется первый слог dir, exvir, gerb. Ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balсės. Значит, или после них идет другого слога все согласные до гласной. И вы посмотрите, да? Vir, gerb, apil, да, linkę, vyres. Тут isis хочется сказать, да? Дальше смотрим. Б. Rašoma viena arba kelios pirmosios žodžio priebalsės. Пишется одна или несколько первых согласных слова.
arba žodžio pradžioje esanti balsė. Или, если в начале слова идет с гласом, тогда пишется только гласное. Kaip aikštė, да? Вот, значит, rašom viena ar kelios pirmosios žodžio priebalsės, да? Значит, одна или две пишется согласные, как БК, банко kodas, DR, daktaras, ir TT, ir taip toliau, MST, miestas, PVZ, pavyzdžiui, ЖР, žiūrėk, MSTL, miestelis, arba žodžio pradžioje esanti balsė. Или если в начале слова идет гласная, да, как aikštė, AS, atsiskaitomoji sąskaita. Nu ir такой вариант laikinai einantis arba einanti pareigas, да, это временно, которая временно занимает должность, ЛЭП. Мы, не помню сейчас, как это по-русски временно. Всё. Тира, ТИ, да, тира тоже только с точкой, да, и обязательно после них идет точка, да. Так, дальше смотрим, как у нас rašoma pirmoji žodžio raidė. Pirmoji žodžio raidė, первая буква слова. Ir по брūkšnelio, после тире брūkšnelio, да, брūkšnelio, потому что еще брūkšnelis, еще brūkšnys, да, тире это длинное тире. Paskutinysis kiemo, последний слог. Библиотека БК. Bendrovė BIB, да, bendrovė. Dirbtuvė, komitetas, leidykla, ministerija, mokykla. Bet šis trumpinimo būdas mažai naudojamas, да, но его реже можно встретить, но мы сокращаем, когда пишем какой-то конспект. Вот я вот так, такой чаще всего использую, ну, хотя это тоже могу такой использовать, да, первая буква, или первая буква идет, первая буква, или вот первая буква, тире и последний слог. Так, dažnai sutinkam sutrumpinimai. Давайте разберем, которые чаще можно их встретить и какие сокращения. Gerb, gerbiamasis, apyl, apylinkė, direktorius, egzempliorius, vyresnis arba vyresnioji, vyr, vyriausiasis, vyriausioji, aikštė, atsiskaitomoji sąskaita, БК банко kodas, daktaras mokslų, да, не тот, которым идем на прием, когда кашляем, daktaras ir taip toliau, ir TTT, taip, ir taip toliau, и так далее. Леп laikinai einantis pareigas. Нет, я не вспомню, после ковида уже. ММС это miestas, ММ mokslo metai, да, учебный год, ММ, МСТЛ, miestelis, маленький городок, prieš Kristų, PVZ, pavyzdžiui, arba pavyzdys, tai yra, мы видим, ЖР, žiūrėk, gimęs, gimusi, да, родился, гид, gydytojas, GV, gyvenvietė, inspektorius, inžinierius ir panašiai, ir TT, ir taip toliau, и так далее, istorija, jo ekscelencija, да, LP, elektroninis paštas arba EP, egzempliorius, eilutė ir ekonomika. И еще вам сегодня еще хотела рассказать, показать графические знаки. Ну, почему-то в литовском языке они так почему-то их назвали. Так, reiškias apostrofas, dan navirchu, procento ženklas, paragrafo ženklas. Taip, ir ką apie paragrafo ženklą? Jisai rašomos prieš skaičių, да, перед числом пишется и полекан тарпы. И обязательно между ним должно быть интервал. Значит, параграф пишется перед числом, да, цифрой и оставляя между ними интервал. Toliau tilde ženklas, да, tilde ženklas, tildes, ženklas eta, да, eta,
собачка, да. Laipsnio ženklas tai yra mažiau, daugiau, mažiau arba lygu, daugiau арба лигу, и это лигу. Так, еще раз, давайте еще пройдемся, повторите, да, grafiniai ženklai. Apostrofas, procento ženklas, paragrafo ženklas, tildės ženklas, eta, laipsnio ženklas, mažiau, daugiau, mažiau arba lygu, daugiau arba lygu ir lygu. И еще можете встретить такое, kaip žodžių kėlimas į kitą eilutę. Žodžių kėlimas į kitą eilutę. Перенос слов, да. Да, žodžių kėlimas, перенос слова į kitą eilutę, да, в другую строчку, arba kartais į naują eilutę, да, новую строчку. Taip, ir suraskite ženklą, kur yra laipsnio ženklas, kur apostrofas, kur daugiau arba lygu, kur eta ženklas, tildės, mažiau, paragrafo ženklas, mažiau arba lygu, procento ženklas, lygu arba daugiau. Ну, вам. Еще хотела вам знать, знаете ли вы, что в литовском языке есть одна буква, которой, оказывается, нету ни в одном языке. Ни в одном вы ее не найдете. И о какой букве я говорю? Интересно, знали ли вы, что у нас есть уникальная в литовском языке буква, которой нету ни в одном языке, и это долгая. Долго, даже не буду показывать, говорить, хотя уже подсказалось про гласное это или согласное, если мы говорим краткость и долгота. Все на этом. Спасибо, что вы досмотрели до конца. Всего вам хорошего. И кимоно милее.